Сәлеметсіздер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 6 классе. Урок номер 57. Тема «Мифы об Атлантиде». Сегодня на уроке вы узнаете о мифах, древних преданиях о родине мифов. Будете анализировать содержание небольших текстов, определять свою позицию и делиться мнением, выбирая одну из гипотез, данных в текстах. Миф – греческое слово, которое означает сказание, повествование. Мифы – это древние предания, рассказывающие о легендарных героях, богах, явлениях природы. Как вы думаете, какая страна является родиной мифов? Родиной мифов является Греция. Упражнение номер 1. Ознакомьтесь с ключевыми словами текста. Философ, чемпион, школа, академия. Послушайте текст и обсудите выбор ключевых слов. Сформулируйте к нему тонкие и толстые вопросы. Платон – знаменитый греческий философ. Его настоящее имя – Аристотель. Платоном его прозвали за силу и широкую грудь. Платос значит широкий. В молодости он занимался борьбой и был чемпионом Истмийских игр, соревнований, похожих на Олимпийские игры. Платон происходил из семьи царского рода, рос и воспитывался, общаясь со знаменитыми поэтами и писателями, художниками и актерами. Платон открыл свою философскую школу. Дом его находился недалеко от того места, где, согласно легенде, похоронен мифический герой Академ. Поэтому школу Платона называли Академией, и теперь многие высшие учебные заведения называют Академией. Карточка информатора. Философия – наука об общих законах развития природы, общества и мышления. Философ – ученый-специалист по философии. Разумный – дұрыс ақылда. Тонкие вопросы. Кто такой Платон? Какое его настоящее имя? Что означает слово «платос»? Что открыл Платон? Толстые вопросы. Чем был известен Платон? Почему его прозвали Платоном? Почему школу Платона называли Академией? Упражнение номер 2. Прочитайте, определите тему текста и сформулируйте его основную мысль. Найдите предложение с модальной частицей, которая выражает не только вопрос, но и сомнение. Выпишите четвертое предложение. Какое значение придает ему частица «не». Передайте содержание текста одним предложением. Атлантида. Однажды ночью боги послали огонь и землетрясение такой силы, что царство Атлантида оказалось глубоко под водой, и его никогда не смогут найти снова. Так говорится в мифе, который рассказывал Платон более чем 2300 лет назад. Современные ученые спорят, имел ли Платон в виду настоящую Атлантиду, погрузившуюся на морское дно, или просто придумал ее. Писатели-фантасты сочинили об Атлантиде не один приключенческий роман, а загадка Атлантиды так и осталась увлекательной тайной. Тема текста – загадка Атлантиды. Основная мысль – загадка Атлантиды остается тайной. Найдите предложение с модальной частицей, которое выражает не только вопрос, но и сомнение. Это предложение современные ученые спорят, имел ли Платон в виду настоящую Атлантиду, погрузившуюся на морское дно, или просто придумал ее. Четвертое предложение. Писатели-фантасты сочинили об Атлантиде не один приключенческий роман,
Частица «не» придает этому предложению утвердительное значение. Передайте содержание текста одним предложением. Миф Платона об Атлантиде, ушедшей под воду после землетрясения, до сих пор вызывает интерес ученых и остается неразгаданной тайной. Работа в парах.